Меры по повышению безопасности дорожного движения и соблюдению графиков движения автобусных маршрутов на территории города обсудили в окружной администрации. По состоянию на 10 октября за третий квартал текущего года в отдел организации и контроля транспортной деятельности поступило 56 обращений от горожан. 43 из них – жалобы на поведение водителей, санитарное состояние транспортных средств, неисправность работы автоинформатора и несоблюдение интервалов движения. По итогам рассмотрения очень много жалоб бывает не по вине водителей. Сейчас благодаря видеорегистраторам в салоне автобусов по каждому материалу мы ведем разбирательство, внутренние расследования, и не все факты жалоб подтверждаются. По итогам 9 месяцев на территории города по вине водителей автобусов совершено 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и еще 22 получили травмы. Водителями автобусов допущено 747 нарушений правил дорожного движения. Центром автоматической фиксации выявлено 2780 нарушений. В основном это превышение скорости, несоблюдение очередности проезда перекрестков и нарушение правил проезда пешеходных переходов. За управление в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 2 человека. Один из них был задержан на линии, то есть с пассажирами. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий допустили это у нас водители маршрута номер 6 и не допустили дорожно-транспортных происшествий водители маршрута номер 2. За последние 3 месяца график движения общественного транспорта выполнен на 86,6%. Наилучшие результаты показали 17-й, 5-й, 15-й, 2-й, 1-й и 4-й маршруты. Что касается выполнения графика движения, то есть эти нарушения исходили из чего? Получается, и следующий показатель – это недовыпуск машин, не выход транспортных средств, а также сходы по техническим неисправностям, по состоянию здоровья, ДТП, также связанные нарушения графиков с пробками, это связано с ремонтом дорог. Подводя итоги совещания, директорам автобусных маршрутов поручили усилить контроль за персоналом. Публичные слушания по вопросам повышения безопасности дорожного движения назначены на 17 октября этого года. Кристина Ясинская, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ.